Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, мы придаем большое значение первому официальному визиту в Таджикистан президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сегодняшние переговоры в Душанбе мы рассматриваем как логическое продолжение совместных усилий сторон по продвижению многогранного взаимодействия двух стран в формате стратегического партнерства. Таджикско-казахстанским отношениям, основанным на прошлых исторических традициях, сегодня присущ дух крепкой дружбы и взаимного уважения. Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем отметили устойчивую динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении и высказали за дальнейшее его укрепление. Была подтверждена актуальность развития межпарламентских связей. Принятие сегодня новый пакет документов дополняет солидную правовую базу нашего двустороннего сотрудничества. Наши страны активно взаимодействовали в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Мы признательны Казахстану за оказанную гуманитарную помощь в прошлом году для борьбы с этой инфекцией. С учетом той ситуации, которая складывается сегодня в Афганистане, в ходе переговоров мы особый акцент сделали на вопросы региональной безопасности. Это сегодня вопрос номер один для нас и наших партнеров по региону. В этом контексте подробно обменялись мнениями по афганской проблематике. Афганистан исторически имеет много общего с нашими странами. Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки в этой братской для нас стране. Констатировали возможную тенденцию к ухудшению ситуации в связи с выводом коалиционных войск. Высказали за продолжение тесной координации между нашими специальными службами и профильными ведомствами. Также была подтверждена заинтересованность сторон продвижения взаимодействия в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами. В этом контексте была отмечена важность укрепления сотрудничества компетентных органов двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности. Торгово-экономическое сотрудничество является одним из ключевых аспектов таджикско-казахстанских отношений. В последние годы Казахстан прочно утвердился на втором месте среди основных внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Казахстан традиционно является одним из основных поставщиков зерна, муки, газа и нефтепродуктов на рынок Таджикистана. Товарооборот между нашими странами за прошлый год, невзирая на пандемию, составил почти $1 миллиард. Вместе с тем, все еще существуют большие возможности и огромный резерв для расширения торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Накануне визита уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича в городе Душанбе состоялся Таджикско-казахстанский бизнес-форум. В ходе форума подписан ряд крупных контрактов и меморандумов, направленных на наращивание двустороннего товарооборота и расширение сотрудничества в указанных областях. Большой потенциал для расширения торгово-экономических связей существует в агропромышленном секторе экономики Таджикистана, в сферах энергетики, легкой, пищевой, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, технологий, а также в области транспорта и коммуникаций. Таджикская сторона также отметила перспективность создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, ее хранению и транспортировке с последующим экспортом на рынке Казахстана и третьих стран. В этом контексте в центре внимания были вопросы создания оптово-распределительных центров в регионах Таджикистана с участием казахстанских инвестиций. В Таджикистане в настоящее время реализует стратегия ускоренного развития промышленного сектора экономики страны.
В этой связи мы полагаем, что расширение сотрудничества в сфере промышленной кооперации дало бы новый импульс торгово-экономическим связям сторон. Таджикская сторона готова рассмотреть предложения казахстанской стороны по созданию в различных сферах промышленности Таджикистана совместных производств продукции, в том числе ориентированной на экспорт. Соответствующее внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарной связи. Была подчеркнута актуальность дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах науки и образования, культуры и искусства, как важного условия сохранения добрых исторических связей, сложившихся между двумя народами. Достигнуты договоренности о проработке вопроса увеличения на взаимной основе количества ежегодно представляемых образовательных квот. В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы изменения климата в региональном и глобальном масштабах, а также проблематика таяния ледников. Наша страна выступила с инициативой объявить 2025 год Международным годом защиты ледников, а также создать специальный международный фонд по сохранению ледников. Отметили необходимость активного сотрудничества в продвижении данных инициатив. Таджикская сторона высоко оценивает итоги визита президента Республики Казахстан, который придал дополнительный импульс таджикско-казахстанским отношениям, стратегического партнерства и крепкой дружбы. Сейчас я с большим удовольствием хотел бы передать слово Касым-Жомарту Кемелевичу. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, прежде всего выражаю глубокую признательность уважаемому президенту Эмомали Шариповичу Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом. Я придаю особое значение этому событию, поскольку Таджикистан для нас не просто партнер по региону, а братская и близкая страна. Наши народы объединяют крепкие узы дружбы, общая история, духовные и культурные ценности. Опираясь на эту незыблемую основу, сегодня казахско-таджикские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном обменялись мнениями и достигли конкретных соглашений по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия. Уверен, что эти важные договоренности будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран. Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год празднования особых для наших стран дат 30-летия независимости государств. За годы суверенитета летопись государственности двух стран пополнилась поистине яркими достижениями и событиями. Таджикистан под руководством своего признанного авторитетного руководителя, лидера Эмомали Шариповича Рахмона добился больших успехов в динамичном развитии экономики, консолидации общества и повышении международного авторитета. Казахстан со своей стороны всегда радовался вашим достижениям, оказывал братскому Таджикистану всяческую посильную поддержку. Наглядным примером является наше взаимодействие в преодолении последствий пандемии коронавируса. Мы готовы и далее оказывать содействие таджикскому народу. Уважаемые друзья, сегодня мы с уважаемым Эмомали Шариповичем Рахмоном провели обстоятельные переговоры по широкому кругу вопросов. В дружественном, взаимовыгодном ключе определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года нам удалось не только сохранить прежние объемы взаимной торговли, но и обеспечить даже рост товарооборота до $800 миллионов. В период пандемии это неплохой результат. При этом считаем, что существует значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей. Мы отметили важность поиска новых ниш возможностей для расширения товарной номенклатуры. Большая роль отведена развитию промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Казахстанские компании готовы к созданию совместных предприятий по производству автомобилей,
автобусов, строительству трансформаторного завода в Таджикистане. Казахстанский бизнес также заинтересован в увеличении поставок железнодорожных комплектующих, подвижного состава, вертолетов, металлопродукции для строительства Рагунской ГЭС и многих других объектов в вашей стране. Наши правительства ведут предметные переговоры в этом направлении. Подписан ряд документов, предусматривающих реализацию крупных совместных промышленных проектов. Накануне визита состоялась торговая миссия казахстанских деловых кругов в Душанбе, в рамках которой заключен ряд коммерческих контрактов. Серьезный импульс увеличению взаимной торговли придаст и наращивание сотрудничества в области сельского хозяйства. В целом наше взаимодействие в этой сфере развивается достаточно хорошими темпами. При этом потенциал в агропромышленном комплексе все же не исчерпан. Казахстан на взаимовыгодных условиях рассчитывает на увеличение поставок пшеницы, муки, мяса и молочных продуктов. Таджикистан, в свою очередь, обладает большими возможностями экспорта в Казахстан плодоовощной продукции. Для оказания поддержки нашим фермерам и сокращения ненужных промежуточных цепочек нами поддержана идея строительства совместных оптово-распорядительных центров по обеспечению поставок таджикской сельхозпродукции на казахстанский рынок. Большое значение имеет эффективное использование транзитно-транспортного потенциала. С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в области железнодорожных перевозок, объемы которых по итогам 2020 года увеличились на 25%. В целях стимулирования дальнейшего роста объемов перевозок правительством поручено принять меры по оптимизации тарифной политики и улучшению условий транспортировок. Уверен, успешная реализация всех этих договоренностей позволит нам преодолеть рубеж во взаимной торговле в $1 миллиард, а возможно и в обозримом будущем будет возможность увеличить объем торговли в 2 раза. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также рабочая группа по увеличению взаимной торговли должны обеспечить выполнение этой задачи. Отдельное внимание в ходе переговоров уделено вопросам водно-энергетической сферы. Мы еще раз подтвердили схожесть позиций, отметили необходимость поиска необходимых решений. Здесь Казахстан уделяет большое внимание взаимодействию в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором в настоящее время председательствует Таджикистан. В ходе переговоров мы также приветствовали планомерное развитие военно-технического взаимодействия и договорились продолжить тесную координацию в этой области. Особое внимание уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей. Эта сфера является важным мостом, соединяющих наши братские народы. Достигнута договоренность о расширении контактов, включая проведение перекрестных дней культуры. Я думаю, что мы обязательно должны провести своеобразные декады культуры. Я сегодня уважаемому президенту Таджикистана сказал, что наши народы соскучились по друг другу, а когда люди, народы скучают, это прежде всего имеется в виду культура наших стран. Мы подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования, в том числе по подготовке специалистов по различным направлениям. Казахстан увеличит количество образовательных грантов для таджикских студентов. Я думаю, что эти меры сблизят нашу молодежь, будут способствовать сохранению преемственности истинно дружественных взаимоотношений между нашими странами. Особое значение имел обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня, проблемам безопасности. Казахстан приветствует председательство Таджикистана в таких авторитетных организациях, как ШОС и ОДКБ. У нас нет сомнений в успехе председательствования вашего государства в этих организациях. Это, конечно же, огромная ответственность, большая работа. Что касается Казахстана, мы будем всячески поддерживать таджикских друзей в данном направлении. Особое внимание мы уделили актуальным аспектам обеспечения стабильности, безопасности в регионе. Центральная Азия – наш общий дом. Сегодня, без всякого преувеличения, можно сказать, решается судьба нашего региона. В мире нарастает конфронтация между глобальными игроками, происходит турбулентность мировой экономики, беспрецедентные масштабы приобретают вызовы, связанные с пандемией. Насущными остаются угрозы терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, транснациональной преступности. Вызывает беспокойство тяжелое положение дел в Афганистане. Мы признательны таджикской стороне и руководству Таджикистана за содержательные
консультации по афганской проблематике. Сегодня мы действительно очень продуктивно обменялись мнениями этой очень важной проблеме, которая находится в первых рядах мировой повестки дня. В этих условиях Казахстан твердо выступает за дальнейшее объединение усилий братских государств для сохранения пространства мира, добрососедства и взаимного доверия в регионе. Центральная Азия – это территория уникальных возможностей и ресурсов. Центральная Азия обладает громадным экономическим, транзитно-транспортным и человеческим потенциалом. Обеспечение ее устойчивого развития, стабильности, процветания – это наша общая цель, которая отвечает коренным интересам всех братских народов. Для придания мощного импульса региональной кооперации мы договорились продолжать взаимные консультации на уровне руководителей профильных министерств, руководителей правительств и, конечно же, глав государств. Я с большим удовольствием пригласил уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона совершить государственный визит в Республику Казахстан в удобное для него время, а в этот промежуток времени правительства наших стран, я надеюсь, активно поработают, подготовят соответствующие соглашения для подписания, и эти соглашения придадут дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества. Мы поддерживаем инициативы Таджикистана, в частности, очень важное предложение объявить 2025 год годом сохранения ледников, и Министерство иностранных дел будет работать вместе друг с другом на международных площадках с тем, чтобы реализовать эту очень важную инициативу. Благодарю вас за внимание. Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Я первой удобной возможности с большой радостью воспользуюсь вашим приглашением посетить с визитом благодатную землю братского Казахстана. Уважаемые друзья, на этом наша пресс-конференция завершена. И всем большое спасибо.